أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного, Всевышний говорит в Священном Коране: «Мы создали людей и джиннов лишь с той целью, чтобы одни нам поклонялись». Всевышний в Своем праведном слове о создании нас говорит, что люди и джинны созданы для поклонения Ему. Как же мы научились правильно поклоняться? Этому нас научила религия ислам. Ислам — это основа религии, вероубеждения, нравственности и руководства для нас. Всевышний спасал пророка Адама, алейхиссалям, с миссией распространения исламской религии. Всевышний говорит в Своем Священном Коране: «О Мухаммад, мы до тебя не ниспосылали пророков, не предупредив их, что нет Бога, кроме Аллаха, для поклонения. Нет другого Бога, кроме Аллаха, чтобы поклоняться». Какое же значение имеет религия ислам? Каждый пророк принес свою религию, в основе которого была вера в единого Аллаха. На что же опирается нравоучение, отношения между людьми? На единство Аллаха, которое не изменяется и защищено от изменений. Последним пророком с печатью Аллаха является пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Тем самым Всевышний закрепил ислам на земле. Если мы начнем искать истоки ислама, то Аллах изначально создал людей с верой в ислам. Всевышний говорит в Своем Священном Коране: «Поистине, самая близкая к Аллаху религия — это ислам». Особенно, если мы постараемся понять смысл слова «ислам», то Аллах ниспослал эту веру через Своего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в своем хадисе по поводу пророков, что в одной семье у разных матерей есть сыновья, у которых вера одна — ислам. Сколько же было пророков? По этому поводу ученые-алимы привели хадис посланника Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, что Абу Умамат, радиллаху анху, спросил у пророка, саллаллаху алейхи вассалям: «О Мухаммад, сколько же пророков ниспослано Аллахом?» Посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, ответил ему, что было ниспослано 124 тысячи пророков. С момента сотворения мира и до появления пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, существовал ислам. Что же сказал Всевышний по поводу тех пророков, которые были ниспосланы до прихода Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям? К чему же они призывали людей, какую веру они соблюдали? На эти вопросы есть ответ в Священном Коране, что пророк Нух, алейхиссалям, сказал: «Аллах повелел мне быть мусульманином». С момента сотворения пророка Адама, алейхиссалям, в течение 10 веков люди уверовали в Аллаха, но по истечении этого времени начались изменения. Численность людей изменилась, возникли разные культуры. Некоторые стали принимать другую веру. Тогда Аллах ниспослал им пророка Нуха, алейхиссалям. Нух, алейхиссалям, призвал людей к уверованию в Аллаха. Он сказал людям, что Аллах повелел ему принять ислам. Всевышний повелел Ибрагиму, алейхиссалям, отцу всех пророков, уверовать, и он уверовал в единого Аллаха. Потомок Ибрагима, алейхиссалям, Якуб, алейхиссалям, завещал своей семье религию ислама. Всевышний в Священном Коране говорит: «И вы ни в коем случае не покидайте этот мир, кроме как будучи в исламе». Пророк Юсуф, алейхиссалям, попросил Аллаха: «О Аллах, пусть я умру, будучи мусульманином и праведным». Как мы все знаем, пророк Муса, алейхиссалям, жил во времена фараона, который возомнил себя Богом и ввел в заблуждение людей. Тогда пророк Муса, алейхиссалям, воззвал свой народ к вере в Аллаха. «Если вы уверовавшие, уповайте только на Аллаха». Во времена пророка Мусы, алейхиссалям, случались чудеса, когда он призывал людей к вере. Тогда пришли колдуны и объявили, что он тоже колдун.
После этого пророк Муса, алейхиссалям, показал чудеса от Аллаха, и они приняли ислам. Тогда фараон решил их наказать за то, что они уверовали в Аллаха. Испугавшись наказания фараона, те люди, которые приняли ислам, обратились к Аллаху за помощью. Они попросили: «О Аллах, дай нам терпение и прими нас уверовавшими». Таких аятов в Коране много. В таком случае вывод один: религия ислам только одна. Нет другой истинной веры перед Аллахом, кроме ислама. Как случалось так, что со временем возникали разные религии. Истинная вера перед Аллахом только ислам. Все пророки и посланники Аллаха пришли с этой верой. Они все призывали к истинной религии ислам. В те времена, по истечении какого-то времени, люди стали отклоняться от истинной религии в свою угоду. Они не соблюдали то, что им не нравилось. Аллах ниспослал 4 книги, по которым уверовавшие следовали: Таврат, Забур, Инджиль и Коран. Более того, ранее пришедшим пророкам были ниспосланы некоторые сухуфы, свитки. Во времена пророка Муса, алейхиссалям, был ниспослан Таврат. Во времена пророка Исы, алейхиссалям, был ниспослан Инджил. После ухода этих пророков из жизни некоторые люди изменили тексты этих книг, убирая или вставляя некоторые слова вместо истинных, чтобы ввести в заблуждение людей, ввести смуту в народ. После ухода каждого пророка, следовавшие им люди отклонялись от указанного им пути, не принимая то, что приносил следующий пророк. Таким образом, образовались различные религии на этой земле. Другие религии мы упоминаем лишь в том случае, когда приводим пример чему-то. Христианскую веру в Коране называют Насара, еврейскую веру — Яхуд. По этому поводу ученые-алимы говорят, что когда говорим про Яхуд, пророку Мусе, алейхиссалям, был ниспослан Таврат, и люди должны были поклоняться Аллаху по этой книге, но они изменили Таврат по своему усмотрению. Как же назвали религию евреев Яхуд? Имам Куртуби, рахимахуллах, в своей книге приводит, что старшего сына пророка Якуба, алейхиссалям, звали Яуза. Со временем Яуза изменилась на Яхуда. Это одна версия. Вторая версия, что во времена пророка Мусы, алейхиссалям, был неверующий Самири. Этот Самири вел заблуждение людей. Затем они покаялись, Хаада. Хаада имеет значение Тааба, то есть покаяться, и от слова Хаада произошло слово Яхуду. В Коране христианскую веру называют Насара. Почему же так назвали эту веру? В своей книге имам ат-Табари, рахимахуллах, приводит рассказ Ибн Аббаса, радийаллаху анху. Насара распространились по той причине, что пророк Иса, алейхиссалям, рос в селе Насира. Его называют Назаретом. Сегодня это село стало большим городом в Палестине. Во времена пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, пришли люди еврейской веры и христианской веры, и они поспорили друг с другом. Аллах говорит в Коране по поводу их религий. Евреи сказали, что христианская вера не истинная. Христиане тоже сказали, что еврейская вера не истинная. В Таврате было сказано, что пророком станет Иса, но евреи это не признали. В Инджиле было сказано, что пророком станет Муса, но христиане его не признали как пророка. В Инджиле было сказано, что пророком станет Муса, но христиане его не признали как пророка. Они не стали следовать пророкам, ниспосланным Аллахом, поэтому на этой земле образовались разные религии. Но истинной религией от Аллаха является только ислам. Аллах говорит в Коране: люди, которым ниспослан Таврат, меняли значение слов, зачеркивая и записывая другие слова. Они говорили, когда Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, призывал их к истинной вере: «Мы слышим тебя, но мы не следуем тебе». Так, не следуя должным образом тем пророкам, которых ниспослал им Аллах, не соблюдая то, что они принесли должным образом, на этой земле образовались разные религии.
И вследствие этого образовались распри, недопонимания и конфликты между народами. Пусть Аллах приведет все народы мира на истинную религию ислам. Пусть последним нашим словом будет «Ля иляха илляллах».